дела? Замечательно! Как ваше настроение? Отлично! Вы готовы к уроку? Да! Тогда начинаем урок русского языка и литературы. Но для начала давайте проверим домашнее задание. Сейчас я вам раздам карточки, и вы должны будете выполнить задание. Задание такое. Вам надо будет найти глаголы будущего времени и подчеркнуть их. На задание отведено 1 минута. Давайте, так что быстрее, ребята. Молодцы, ребята. Следующая задача, ребята, нам надо поделиться на 2 группы. Сейчас я вам раздам пазлы. Вы должны будете собрать рисунок. Хорошо. Тема нашего урока – в здоровом теле здоровый дух. Сегодня вы узнаете, что изучает синтаксис, что изучает пунктуация, что такое предложение и виды предложений по цели высказывания. Вы научитесь составлять из слов предложения и определять виды предложения по цели высказывания. Теперь, итак, первая группа. Ну-ка покажите, что же у вас вышло. Это какой вид спорта, ребята? Бокс. Бокс. А люди, которые занимаются боксом, Боксер. боксеры, молодцы. Вы будете группой боксеров. Вторая группа. Это какой вид спорта, ребята? Тяжелая атлетика. Молодцы. А люди, которые поднимают тяжелые штанги, это как их штангисты их называют, да? Их называют штангистами. Вы будете группой штангистов. Молодцы, ребята. Теперь следующее задание. Слова перевертыши. Это задание индивидуально. Сейчас я у каждого буду спрашивать. Вам надо найти слова. В этих словах поменялись местами буквы. И вам надо поставить буквы на свое место, и у вас выйдет слово. Если вы разгадаете эти слова, то вы узнаете, о чем мы будем с вами сегодня на уроке говорить. Пожалуйста, Ахпиль, первое слово. Баскетбол. Баскетбол, молодцы. Второе, Ахпиль, второе слово. Бег. Ага. Третье слово. Сымбат. Бокс. Ага. Четвертое, Талшин. Борьба. Ну-ка, правильно, как мы произносим слово? Пишем борьба, а произносим борьба. Хорошо, садись. Дальше, 5 слово. Айолан. Футбол. Футбол, молодец. И 6 слово, Азамат. Теннис. Теннис, молодцы. Давайте проверим теперь. Баскетбол, бег, бокс, борьба, футбол, теннис. Правильно, ребята? Да. Молодцы. И теперь вопрос. О чем же мы сегодня с вами будем говорить на уроке, ребята? О чем? О спорте, правильно, о спорте, ребята. В 21 веке, ребята, быть спортивным, умным и успешным модно и престижно. А каким видом спорта увлекаетесь вы, занимаетесь? Каким видом спорта? Ахпыль. Какой вид спорта тебе нравится? Волейбол. Волейбол. Дальше. Ахпиль, какой вид спорта тебе нравится? Футбол. Футбол. Ага. Айолан, каким видом спорта занимаешься ты? Волейбол. Волейбол. Ребята, открываем тетрадь и записываем число. Сегодня у нас какое? 5 апреля. 5 апреля. Записывай. 5 апреля. Упражнение 460, ребята. Сейчас мы с вами поиграем без звука. Игра называется «Потерянные слова». Вам надо будет закончить пословицу. Пожалуйста, первая группа. На вас к середину. Красивенько. Хорошо. И вторая группа. Вы должны стать противоположно первой группе. Хорошо. Получается, вы будете сейчас работать в парах. Первая пара, вторая пара, третья пара, четвертая и пятая. Первая пара, первая пословица. Вторая пара, вторая пословица. Третья пара, третья и так и далее. Хорошо, ребята? Ребята, критерии оценивания этого задания – умение выполнить задачу и работа в паре.
дескрипторе правильно находить вторую часть пословицы и активно работать в паре. Хорошо? Если первая, вторая, если пара выполнила задание хорошо, мы должны похлопать, да, ребята? А баллы за задание я уже буду выставлять сама. Итак, обсуждаем. Готовимся. Готовы, ребята? Да. Хорошо. Первая пара. В здоровом теле здоровый дух. Правильно? Чтобы здоровым оставаться, нужно спортом заниматься. Как спортом дружить, здоровым быть. Здоровье дороже богатства. Здоровый за деньги не купишь. Теперь давайте проверим, ребята. Посмотрите, правильно? Да. И похлопаем все. Все, пожалуйста, садитесь. Спасибо, ребята. Хорошо, ребята, молодцы. Раздел науки о языкознании — синтаксис. Синтаксис от греческого языка — составление, построение и порядок. Это раздел науки о языке, в котором изучается словосочетание, сюстакисов, предложения сюлим и правила их построения. Также пунктуация — это раздел науки о языке, в котором изучается система знаков препинания на спегле. Правильно, ребята? И правила их постановки. Словосочетание — это сочетание двух и более самостоятельных слов, связанных между собой грамматически и по смыслу. Например, красивое платье, огромный дом, пасмурная погода и предложение. Предложение имеет оформленную мысль и грамматическую основу. Например, в нашем саду растет огромный дуб. Сегодня у нас прошел открытый урок. Да? Хорошо. Всего в русской пунктуации 10 знаков препинания. Давайте же, ребята, назовем их вместе. Первое. Точка. Второе. Точка запятая. Третье. Запятая. Четвертое. Двоеточие. Пятое. Тире. Шестое. Вопросительный знак. Седьмое. Восклицательный знак. Восьмое. Многоточие. Девятое. Скобки. И десятое. Галочки. Галочки. Молодцы, ребята. Простое предложение бывает повествовательное. Это предложение, которое о чем-либо сообщает. И в конце него что мы ставим? Точку. Вопросительное предложение, которое содержит вопрос. В конце предложения что мы ставим? Вопросительный Вопросительный знак. Молодцы. И побудительное предложение, которое содержит побуждение к действию. Например, приказ или просьбу. Не говорите «не умею», а говори «научусь». По интонации предложения бывают восклицательные и невосклицательные. Сейчас, ребята, давайте мы с вами выполним задание. Идентификация называется наше задание. Мы будем выполнять это задание через Learning Apps. Каусар, пожалуйста, к доске. Читай первое предложение. Ты читал рассказы Виктора Голявкина о жизни ребят? Итак, какое же это предложение? Содержит вопрос. Содержит вопрос. Молодец, спасибо, садись. Следующее, Аяла. Мне понравился рассказ Виктора Голявкина «В любом деле нужно уметь работать». Это какое предложение? Сообщает о чем-либо. О чем-либо это предложение у нас повествовательное. Да? Да. Третье. Ахту. Пожалуйста. Прочитайте обязательный рассказ Виктора Голявкина «Команда». И это предложение у нас? Выражает совет просьбу. Ага, это у нас предложение какое, ребята? Побудительное, да? Спасибо. Теперь давайте проверим, правильно ли. Правильно, молодцы. Хорошо, ребята. Если вдруг подпишу, если вдруг подпишу,
Следующее задание, работа в группах, вам надо будет создать кластер. Тема кластера – виды спорта и спорт. Первая группа – виды спорта. Вторая группа – спорт. Я вам дала дополнительные рисунки. Фломастеры, маркеры. Составляем кластер. Ребята, обратите внимание, минуточку внимания, критерии оценки работы в группах. Критерий. Группа работала как единая команда. Будем друг друга что делать? Оценивать. Группа боксеров будет оценивать штангиста, а группа штангистов вы должны будете оценивать группу боксеров. Хорошо? Ставим баллы от 1 до 5. Так, на задание отведено 7 минут. Выполняем, ребята. Начали. Вы готовы, ребята? Да. Тогда начинаем. Пожалуйста, первая группа. Группа штангистов оценивайте, не забывайте группу боксеров. Итак, начинаем, ребята. В мире очень много видов спорта, зимние и летние. Виды спорта легкая и тяжелая атлетика. Сейчас Вы нам покажете, да? Да, самые популярные виды спорта. Хорошо, давайте узнаем, какие же у нас самые популярные виды спорта, ребята? Самый популярный вид спорта, который стоит на первом месте, это, конечно же, футбол. Хорошо. На вторых, третьих и четвертых местах по популярности стоят баскетбол, крикет и теннис. Теннис, ага. Хорошо. Дальше легкая атлетика, теннис и бокс. Ага. Также есть волейбол и гольф. Волейбол и гольф. И еще также есть хоккей, да, ребята? Очень популярный вид спорта. Итак, как же ответила группа боксеров? Ну-ка, штангисты. Сколько баллов поставили? Группа работала как единая команда, 4 балла. Ага, а Яла, пожалуйста, встань. Ага. Дальше. Обсуждали решения и принимали решения вместе, 5 баллов. Ага. Поддерживали друг друга и помогали друг другу, 4 балла. В группе уважается мнение каждого, 5 баллов. Ага. Спасибо, молодцы. Садитесь. Молодцы, ребята. Группа штангистов, вы готовы? Да. Прошу, пожалуйста. Группа боксеров, не забывайте оценивать группу штангистов. Итак, начинаем. Спорт – это здоровье. В жизни каждого человека самое бесценное – это здоровье. А чтобы оставаться здоровым, нужно заниматься спортом. Хорошо. И от секта можно совместить со спортом. Правильно. Спорт – это гигиена и чистота, а чистота – залог здоровья. Ага. Спорт – это правильное питание. Каждый человек, который занимается спортом, должен правильно питаться. Молодец. Спорт – это красота и молодость. Поэтому спортсмены всегда остаются красивыми и молодыми. Хорошо, давайте. Ага. Теперь садитесь. Прошу, Каусар, оценим же мы группу штангистов. Группа Как работала оцениваем? как единая команда. 5 баллов. 5 баллов. Обсуждали решения и принимали решения вместе. 5 баллов. 5 баллов. Поддерживали друг друга и помогали друг другу. 3 балла. 3 балла. В группе уважается мнение каждого. 4 балла. 4 балла. Хорошо. Ребята, сейчас я проведу с вами
рефлексию. Прием рефлексии называется выбор. Вы должны будете выбрать точнее, ответить на вопросы и выбрать, что вам понравилось, что не понравилось. Хорошо. Кто ответит? Кто прочитает? Пожалуйста, Коза. На уроке я работала активно. Своей работой на уроке я довольна. Урок показался мне коротким. За урок я не устала. Мое настроение стало лучше. Лучше, да? Да. Материал урока для меня был понятен, интересен и полезен. Спасибо. Ага, дальше. Вторая группа. Может, хотите прочитать? Ахтор. На уроке я работала активно. Своей работой на уроке я довольна. Урок показался мне коротким. За урок я не устала. Мое настроение стало лучше. Материал урока для меня был понятен. Был понятен. Ага, спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Теперь по поводу оценивания, ребята, ваши оценки формативные я выставлю в конвертизе. Можете чуть попозже зайти и посмотреть ваши оценки. Теперь записываем домашнее задание, ребята. Вам надо будет составить тематическую группу слов, летние виды спорта, и составить синхронно слово спорт. Записываем. Домашнее задание. Ребята, подведя итоги нашего урока, я хочу сказать, что урок прошел очень хорошо, очень плодотворный был урок. И давайте в конце мы прочитаем вот эти строки все вместе, да? Давайте, раз, два. Спорт – это дисциплина, спорт – это успех, спорт – это здоровье, спорт – это взаимоуважение, спорт – это дружба. Итак, ребята, что надо делать? Заниматься Спортом. Заниматься спортом. Хорошо, ребята. На этом наш урок окончен, ребята. До свидания. До свидания.